Здравствуйте, мы сегодня находимся на территории МОБУ СОЖ номер 25 города Якутска. Как и все образовательные организации нашей республики, согласно указу главы республики и нормативным актам Министерства образования и города, мы перешли 6 апреля на дистанционное обучение. У нас сегодня около 1000 обучающихся, из них большая половина – это наши малыши, ученики с 1 по 4 классы. Выпускников у нас 9-х 60 ребят, и один класс – это 11-классники, 25 выпускников, которым предстоят сдача единого государственного экзамена. Я предлагаю пройтись по коридорам нашей новой школы. Школа у нас открылась в апреле 2019 года. Мы неполный год отучились в этом здании. Здесь учится наша старшая школа с 5 по 11 классы. Школа сама имеет 3 объекта. Это начальная школа отдельная, свой отдельный спортивный зал борьбы. В конце учебного года в школе обычно бывает очень бурно. Мы выставляем итоговые оценки. В целом делаем анализ учебно-воспитательной работы по всей школе. Все учителя бывают в таком предвкушении отпуска, отдыха, но и в то же время предвкушении последнего звонка, праздника, выпускных вечеров, выдачи аттестатов. Вот в таком всем праздничном таком настроении бывает. Но, к сожалению, мы сейчас с учителями тоже не видимся, работаем в дистанционном формате. Идет полная подготовка государственной итоговой аттестации. Это по 9 классам ОГЭ, по 11 классам ЕГЭ. Да? В этом году, как мы все знаем, основной государственный экзамен отменили. В школе идет работа по сдаче единого государственного экзамена, которая будет начата 29 июня. Есть уже график сдачи экзаменов. Мы уже определились с экзаменами. Для этого, конечно, полностью в последние годы для старшеклассников проводилась системная работа по профориентационной работе. Есть психологическое сопровождение. В условиях дистанционного обучения, конечно, сейчас очень много бесед в онлайн-режиме с ребятами. Много таких разгрузочных мероприятий проводится в онлайн-режиме. На сегодня получается таким образом, что наши ребята будут сдавать единый государственный экзамен в других школах. В стенах нашей школы мы примем училище Олимпийского резерва, кадетская школа и другие. На сегодня мы, к сожалению, уже до сентября в стенах нашей школы ребят видеть не будем. Этот замечательный зал, он один из особенностей нашей школы. Здесь полностью базируется Федерация художественной гимнастики республики. Тут у нас в этом учебном году начали тренировку сборной республики. Наша молодежь весь учебный год работали системно для достижения высших спортивных результатов. Кроме этого, конечно, зал работает как и филиал ДЮСШ номер 1, то есть тут приходят дети, малыши. И, конечно, мы не забываем про своих детей. Вообще, если мы говорим о высших спортивных результатах, конечно, это целая такая работа, которая была поставлена Федерацией художественной гимнастикой. Да? Эта работа показала, что уже хорошие результаты были в течение этого сезона. Много было выездов, сильные сборы были. Буквально сборная держалась до позднего времени. Да? Конечно, сейчас в условиях карантина держать спортивную форму в полном объеме бывает тяжело, но я уверен, что при сопровождении тренеров сейчас в домашних условиях все равно занятия идут. В основном мы стараемся, каждый учитель по своему плану вел учебный процесс, используя электронные площадки, образовательные площадки. Да?
в онлайн-режиме. Ну, конечно, детям сложно, родителям сложно, мы это все понимаем. Это временная мера и необходимая мера для всех, для безопасности всех нас. Поэтому совсем финишная прямая до окончания учебного года. И надеемся, в сентябре, как говорится, всех ждем.